Друзья, сегодня у нас 30 мая уже. Через 2 дня начинается календарное лето. Погодка сегодня чуть-чуть пасмурная, прохладно. Вчера была жара. И через 2 дня я улетаю в Питер. Поэтому сегодня мы решили с Мирланом обязательно снять для вас какой-то кулинарный контент. Ждут меня давно, но видишь, мне надо немножко снять. Здорово. Как вы тут? Процесс пошел уже, да? Ой. Лейла, привет. Привет. Здорово. Сегодня должно быть вкусно, да, Мирлан? И интересно? Должно получиться. Это будет эксперимент, кстати, да? Да, мы такое не делали. Здесь будем костер топить. Сейчас мы крестовину уже сделали. Это ты сварил ее Да, специально? Сейчас вот А, вот аппарат же у вас сварочный. Ага, красавчики. сварили. Кони. Сейчас мы его зачистим, подготовим. Начнется. Начнется пир, да, Лейла? Ты нам будешь помогать? Ух ты, смотри-ка, уже привыкла ко мне чуть-чуть. Да? Чуть-чуть. Ну, малышка. А то собака такая строптивая, пугливая. Ох, Мама спрашивает, что делаете. Говорю, сейчас вот крестовина готова, Лейла готова, дрова готова. Пошел нафиг, сказала мама, и трубку повесила. Серьезно? Лейла, ты хорошо вот этого языка не понимаешь. Друзья мои, этого прекрасного барашка мы сегодня будем запекать на костре. Мы такого еще не делали. Это береза. Это ель. Барашек у нас молодой. 2 дня я его отстаивал. Вот эта корочка подсохла. На видео видно, что баран отстоявшийся. Эта корочка, как я понял, играет роль той самой фольги. Она внутри корочки будет запекаться. У нас задача убрать вот такие волосинки, которые остались, остатки шерсти. Уберем. Барашек у нас с Казахстана приехал, сказали ребята. Видимо, при транспортировке травму получил. Теперь мы должны отрезать этот большущий курдюк. Потому что курдюк у нас так просто не запечется. Пока у нас будет баран готовиться на костре, мы с этого курдюка испечем прекрасный, очень вкусный шашлык с курдюком и с печенью. Смотрите, какой огромный курдюк с маленького барашка. И мы его, барашку, сейчас располовиниваем ровно посерединке. Теперь нам надо распустить ребра. Вроде бы все получилось. Барашек готов. Мы сейчас его привяжем к крестовине. Трофим, если вы помните по моим рецептам, сегодня пришел помогать. Вот такая крестовина мы, которую изготовили. Мы сейчас так и привяжем. Я так думаю, что надо его положить. Давай так сделаем, короче. Так, ложи. Угу. Никаких заморочек. Все по-простому.
Хотя... Вот так сделаем. Все. Я думаю, клиент готов. В магазин надо съездить. Мы же это же просто так же не можем. Нам обязательно надо вот так продефилировать. Здесь надо татары нападут. Так. Опа. Держу. Так. Вот сейчас хороший жар идет. Что-то мне подсказывает, надо немножко так сделать. Да, я такое блюдо первый раз вижу вообще в целом. И как готовят. Вот сидим с Трофимом, гадаем, получится, не получится. Но мы думаем, что Мирлан справится с этой задачей. Очень здорово перед отъездом поесть у Мирлана вкусняшек, особенно таких необычных. И еще вот он пообещал сделать шашлык из курдюка и печени. Это просто балдеж. Мы когда были, помню, у Серафима, помогали дом строить, там он сделал. Но он сварил курдюк, сварил печень и вареные такие бутербродики сделать. Это просто наивкуснейшее блюдо. Я прям не ожидал, что настолько одно будет вкусно. И сейчас вот предвкушаем, сидим, когда он начнет делать наконец шашлычок. Пока ждем барана. Даже если он не получится, вдруг по какой-то причине, я думаю, что уже сегодня нам будет очень вкусно. Как всегда у Мирлана. А пока наш барашек там загорает, принимает солнечные ванны, мы сделаем из этого прекрасного курдючка и жеребячей печени наивкуснейший шашлык. Печень вот так сохранили, после зимы его тщательно обматываешь пищевой пленкой, чтобы не обветривалось, и в морозилку. Вот она как свежая. Так, поддеваем пленочку. И теперь нарезаем на кусочки, которые можно насадить на шампур. Ценнейший деликатес, скажу я вам, ребята, на шашлык пускаем. Потому что печень жеребенка очень дорогой продукт у нас в Якутии. На шашлык пускать, можно сказать, преступление. Но сейчас уже лето, через 2 месяца у нас новый сезон забоя будет. И дальше держать этот продукт в морозилке двойное преступление. Ну, естественно, при виде жеребенка как можно устоять? Просто его так поесть, как строганинку. Это просто блаженство. Беремся за курдюк. Нам надо, наверное, где-то его вот столечко треть, даже меньше трети. Нижнюю оболочку буквально вот так почистим. Раз. Пока я занимаюсь пищевой частью, Трофим сейчас у меня разведет костер. Трофим самый крутой выживальщик, наверное, даже этого Bear Grylls, наверное, даже фору даст. Очень опытный охотник, утятник, гусятник, лосятник. Кстати, если вы еще до сих пор не посмотрели «Тайны острова Туманов», ребята, настоятельно рекомендую. Даже можем отюкнуться и поругаться на вас. Почему вы до сих пор не посмотрели? Обязательно отпишитесь в комментариях, кто посмотрел этот фильм, чудесный документально-приключенческий фильм «Тайны острова Туманов», который полностью снимал Игорь, полностью делал человек в одного сделал документальный фильм.
Это просто. И вы, как посмотрите фильм, ну, точно вы не останетесь, как сказать, недовольными не останетесь. Фильм всем заходит. Ссылочку вот сюда мы сейчас прикрепим. Обязательно, обязателен просмотр, ребята. Настоятельно. У нас теперь не то, что видимые ощущения, да, то, что мясо у нас готовится, но у нас еще звуки появились. Здесь, видишь, шипение начинается уже. Жир начинает таять и капать вниз. Это значит, что мы по правильному пути идем. Так, до конца и не поняли, где она перекрутила. Рецепт этого шашлыка гениально прост. Мы берем печень и насаживаем его поочередно с курдюком. Можно, ребята, использовать говяжью печень, бараньи печень. Можно использовать сало вместо курдюка. Результат всегда топовый, всегда получается. Никакой соли, моли, ничего не надо. Мариновать ничего не надо. Печень у нас как губка по структуре. И когда вот жир вытапливается, печень напивается этой жирой и получается очень мягким и сочным. Ни в коем случае не сухим. Ну и она на большом огне и очень быстро жарится. Мы сейчас еще овощи нарежем. И еще картошечку с курдюком. Точно так же картошка чередуется. И точно так же на мангале готовится. У нас мясо с обратной стороны уже горяченькое. Она ровно идет, как нам надо. Сейчас нам надо перевернуть его. Ага. Смотри, смотри, как уже зарумянилось, все нормально. Нам ничего не надо подтаскивать. Ой, как хорошо, смотри. Ой-ой-ой, прям я в предвкушении, как Георгий Кавказ, это мясо разрываю просто. Да, вообще прекрасно. Мне очень нравится вообще процесс. Салам алейкум. Серьезно? Ага. О, смотри. Какими подарками. Что-то похожее, да? Да. Как на видео. Окей. Так, срочно картошку почистить. То, что таким же макаром идет, чередуется курдючковым жиром. Вместо курдюка можно использовать сало, еще раз говорю. Если хотите быстро, чтобы приготовилось, можно как после того, как насадили, можно фольгой его завернуть. Потом, когда картошка проварится, фольгу убрать и на углях нанести румянец. Не слишком плотно, чтобы когда курдюк топится, жир, так, чтобы проходило свободно. Солим. Печень также солим с двух сторон. Надо просолить. И все, отправляем на мангал. С печенкой она очень быстро жарится. Картошечку. Помидорочки наши. Такая композиция у нас. Прекрасная, красивая. Переворачиваем сразу, ребята, потому что вот видите, все начало топиться, уже жарится. Угли сильные. С пылу жар все идет, смотрите, ребята, шипит, урчит. На видео Георгий выжимает сок, лимон, добавляет 50 на 50, разбавляет водой. Вот этим составом брызгает уже барашку и сыпет соль.
Тем самым мы сейчас и пойдем займемся. Печень можно вообще вот так брать и в стороночку убрать, где угольков нету. Вот, ребята, отвлекся на чуть-чуть на гостей. И вот оно все у нас картошка сгорела. Ну это так, ничего страшного. Подогреваться поставили печенку. Картошку переворачиваем, убираем с места на место. Помидорчики готовы. Начинаем с помидорчиков. Вытаскиваем. Вытаскиваем. Опа. Краешек вставляем для... Это у нас перекус. Смотрите, как выжирка. Все, ребята, всех к столу. И вот так, 2 лепешки. Горячая лепешка. Это печень, да, все мне? Спасибо. Tuztaksa ka na bolak na ba siya na Bunu kinutawan ni Fiban at mina умояла наверное. Буду скучать. Hakava Помидорской еде. Вот он тут окана. Только осенью в следующий раз. Как мучим что-нибудь. Он наверняка надо это. Ну тут на сколько? До октября, возможно. Поэтому... Ну, к сезону приедешь. Сезон как раз, да, там Да, все и будет. горошки будут, и мясо Да, да. будет, все будет. Будем делать новые рецепты. Да. От гнуса убегает. Да, в этом году хочу отдохнуть немножко. Своих гнусов кормить едет. Брызгаем прям обильненько, так хорошо. Вот так. Солим. Хотя не знаю, сколько там прилипнет. Да. Пора переворачивать его. В таком режиме она сильно, наверное, не просолится. Но все делаем как на видео. Мы сейчас перевернем. Я думаю, все остальное это будем во время трапезы досаливать. Каждый едок, сколько себе хочет, столько и будет. Я думаю, что вот здесь вот эта поясница, она абсолютно готова. Угли. Он шею, походу, правильно обрезает. Не, кстати, мы можем этот в следующий раз сделать по этот, как Сталик Ханкишиев делает на вертеле. Да там жир уже не капает, а течет. Ну, так и должно быть. Еще раз пройдемся лимонным соком. И так основательненько сейчас. Сейчас у нас ножки пойдут. Очень хорошо едет. Как эту баранину. С меня много жира выйдет. Чё? Да. Наш ждет сегодня успех, ребята. Сейчас сделаем тут огонь, направленный на ляжки. Сейчас сделаем кавказский горячий салат. Так, мы овощи по готовности начинаем вытаскивать. Счищаем шкурки и начинаем рубить их. Баклажан тоже подошел. Поддеваем. Вкусно пахнет. Печеный баклажан просто.
Получается такой некий соус-салат горячий для мяса. Самый натуральный, красочный и мега вкусный. С мясом очень хорошо сочетается. Хоп. Так, держи. Поймал? Ха. Ха. Тадан, 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 тадан. Тадан, тадан. Ха. Так, идем. Сейчас убираем. Аромат вообще мощный. Запеченного мяса. Ну что ж, друзья, момент истины. Как показано на видео. Готовность барань. С какой стороны-то? Подойди ему. Показываем, как приготовилась баран. Вот так просто. Ох, сок, смотри какой. Мощно. Так, здесь. Ну, на видео прям рвется мясо. О, вот это так. И вот это, мне кажется, самое вот это, да, ребята? Да, самое вкусное. Да нет, я сухую не люблю. Это как чипсинки. Ну, вот это самое смачное место. Ух, соком как брызжет, да? Сочно. Да? Вкусняха, да? Уже да. Мне что кушать не надо. Самое вкусное дай комиссию. Вот чувствуешь себя в такие моменты чуваком, который какие-то века в пещере добыл мясо, добыл огонь и накормил свое все племя руками вот так, ребята. Пар идет, сок сочится. Всем приятного аппетита. Давайте мы садимся. Что удивительно, она просолилась даже. Очень переживал, что получится, не получится, но получилось вообще мощно. Первый раз и не комом, ребята, просто мощно. Ну, корочка вообще суперская. Корочку берем, Neyle beğeni götürürler? салатика туда же. Я вот именно шкуру захотел пробовать в первую очередь. Вкусно, да?